Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на сентябрь 2020 года для скорпионов. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Карта Сад у нас выпадает как карта месяца. Это у нас первая часть месяца, это вторая и это третья. Теперь по 3 карты: отношения и работа. Оп, выпала сама. Так, теперь 2 карты на работу, здоровье и итог месяца. Итак, у нас выпадает карта Сад для скорпионов на этот месяц. Это значит, что вы будете наслаждаться жизнью, вам будет очень вести, люди будут все идти вам навстречу, вам будет очень комфортно, приятно и, скорее всего, будет много встреч. Вообще карта Сад, она говорит о любом удовольствии, да, которое только мы можем себе представить. Вот все, что для вас является удовольствием, то и будет у вас в этом месяце. Хотите красивой одежды, пожалуйста. Хотите что-то изменить во внешности, пожалуйста. Может быть, кто-то давно хотел купить какой-то там дорогой аромат. Духи, да, тоже, пожалуйста. В общем, карта, когда мы украшаем свою жизнь, когда мы наслаждаемся там пищей, едой, общением с друзьями, когда мы можем отдыхать, расслабляться, может быть, нам даже тут и одним хочется побыть, уединиться. То есть все это будет. То есть действительно для скорпионов это месяц удовольствия, расслабления, восстановление сил, возможно, да, или, допустим, если вы давно хотели решить какой-то вопрос, связанный с социумом, с общением, с людьми, это как раз тот месяц, когда это можно сделать. Первая часть месяца – это башня. Башня здесь не разрушенная, да, вот как у нас на второй карте, а здесь башня целая, она функционирует, и на ней даже флаг, да. То есть это может говорить о том, что какое-то ваше желание, может быть, план именно на первую треть месяца он сбудется, выполнится. Если вы зависите от каких-то разрешений, которые могут дать там правительство, администрация города или еще что-то, кто-то из государственных таких чиновников, да, это все можно получить. Вы можете добиться какого-то повышения на работе, вы можете почувствовать себя очень стабильно, устойчиво, да, вы можете почувствовать такой стержень внутри. Это карта здоровья, хорошего выздоровления. В общем, все решается по этой карте самым лучшим образом. Вы на высоте, у вас прекрасная репутация, у вас есть цель или новая, да, или вы достигли цель. Вы можете завершить какой-то проект, получить диплом, защитить диссертацию, все что угодно, что для вас ассоциируется с какой-то важной целью, да, которая вас как-то в собственных даже глазах людей сделает человеком значимым. Дальше у нас дорога выпадает. Скорее всего, вы действительно можете отправиться в дорогу, это или командировка, или это отпуск у кого-то в сентябре, может быть, вполне из скорпионов. Также карта говорит о том, что вы можете возвращаться домой тоже в это время. Также карта дороги ассоциируется с жизненным путем, да, то есть вот то, что будет происходить у вас в середине месяца, это, скорее всего, по судьбе, либо вы найдете свое призвание, предназначение, либо начнет какой-то ваш план осуществляться, очень важный. Либо встретится человек, с которым вам по пути, да, это человек по судьбе. Какие-то очень важные события могут происходить. Здесь, скорее всего, даже не придется делать какого-то особого выбора. Может быть, то, что произойдет, вы уже заслужили. И в конце месяца выпадает карта женщина. Женщина здесь уже в возрасте, она такая хорошая хозяйка, видно, что она много тут пережила, мудрая такая женщина, да. О чем это говорит? Что либо такой человек появится в жизни как помощник, либо вам потребуется мудрый совет какой-то женщины или просто мудрого человека. Либо вы будете действительно в отпуске, да, наслаждаться уютом, может быть, что-то делать для дома, для своих близких, и это будет дарить вам очень много радости.
Также очень часто эта карта показывает какие-то вопросы, связанные с семьей, особенно с женской как бы стороной нашей жизни, да, может быть, это какие-то вопросы, связанные там с мамами, бабушками и так далее. Очень часто эта карта показывает какие-то события кармические, знаете, есть родовая карма, да, вот что-то такое, что связанное с семьей целиком будет происходить, либо вот то, что вы будете делать сами, да, будет влиять на всю семью. Посмотрим отношения для скорпионов. Те, кто в поиске партнера, карта якорь. Ну, смотрите, от вас зависит, как вы будете реализовывать эту возможность. То есть эта карта может быть как возможность, да, то есть мы можем кинуть якорь там, где мы хотим. Или, может быть, мы, наоборот, как-то в застойном таком состоянии можем находиться. Допустим, мы хотим сейчас просто отдохнуть, мы хотим побыть в одиночестве, да, и тогда для нас логично как бы просто не воспринимать все, что вокруг происходит. Тогда знакомства никакого нет. Но если мы настроены на знакомство, тут тем более у нас и карта сад есть, то тогда мы можем сами на это повлиять. А для тех, кто в паре, выпадает карта всадницы. Здесь в паре будет все-таки женщина вдохновлять мужчину, да, скорее всего, какие-то или идеи будут у женщины, которые могут вам помочь в отношениях, в продвижении по службе, в организации как-то финансовой своей жизни. Может быть, у женщины будет идея, куда поехать в отпуск, куда пойти на праздник, как решить какой-то вопрос, да. В общем, здесь какое-то обновление в паре, но благодаря женщине. Тем более, что у нас здесь лошадь как бы вправо бежит. Ну, если смотреть как бы изнутри карты, да, это правая сторона, это будущее. То есть это улучшение будущего благодаря вот тому, что женщина будет предлагать. А для тех, кто в ссоре, карта лилия. Либо через кого-то вы можете помириться, да, родители или какие-то люди уважаемые, либо вы сами можете просто закончить свою ссору, да, как, ну, в общем, мирным путем, скажем так. Вот лилии очень часто мир показывают. Просто помиритесь и все, потому что время пришло, потому что поняли друг друга. Для работы. Те, кто в поиске работы, выпадает карта лиса. Здесь лиса у нас как бы добычу поймала, да, это как символ того, что вы решите свою проблему, особенно если вам как бы нужна срочная работа, срочно нужны деньги, то у вас здесь все реализуется. Для тех, кто уже работает, карта мыши. Но мыши это не крысы, да, то есть это все равно какие-то есть хлопоты, сложности, но они такие мелкие, может быть и досадные, но не слишком уж стоит переживать из-за этого, да. Чаще всего, кстати, для работы это вообще показан коллектив, когда много работы у нас, когда нам приходится какие-то внутри коллектива вопросы решать, организовывать как-то процесс и так далее. То есть вот с работой вообще мыши у нас больше как коллектив. Но все-таки какие-то тут сложности, проблемы могут быть. И может быть усталость сильная, да, или может быть раздражение, что там что-то не сдвигается с места. В общем, сложности в работе с людьми, с командой. А для тех, у кого свое дело, здесь клевер выпадает, неожиданно открывается какая-то удача для вас в вашем деле. Либо какой-то вопрос решается сложный, либо непредвиденная какая-то ситуация возникла и разрешается благополучным образом. Новые возможности, новые надежды. Очень хорошая карта для исцеления финансовой стороны бизнеса. Для финансов посмотрим карты. Для тех, кто на зарплате, карта ключ. Скорее всего, решится вопрос с оплатой, либо для вас действительно что-то новое открывается в финансах. Может быть, у вас есть возможность как-то решить финансовый вопрос дополнительно, независимо от работы. Может, как дополнительное какое-то любимое дело, хобби, да, будет давать деньги. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта лиса выпадает. Это значит, что вы сможете заработать хорошо, может быть, кстати, разово, да, может быть, разовый какой-то хороший доход. Также карта говорит о том, что вы можете как-то по-новому начать зарабатывать, так, чтобы вам это доставляло удовольствие, чтобы больше зарабатывать. В общем, карта, когда
мы какие-то свои творческие способности в повседневную деятельность вносим, и это дает нам доход, да, как-то повышает наши возможности в профессии, ну и в деньгах, конечно. Но также нужно быть осторожнее, чтобы вас не обманули на деньги. Так, карта здоровья. Скорпионам выпадает карта крест. Какое-то очень важное время, сентябрь, для здоровья. Для тех, кто болеет, это будет выздоровление, да, то есть это перелом такой в болезни, улучшение. Причем тут солнце за крестом, да, вот-вот оно выйдет. То есть будет какой-то решен вопрос, связанный со здоровьем, правильный диагноз будет поставлен, лечение правильно назначено и так далее. То есть все поменяется. Трансформация полностью вашего здоровья. Для тех, кто, простите, для тех, кто здоров, да, это тоже какой-то критический месяц. Нужно пересмотреть свой образ жизни. Может быть, нужно, пока не вышла какая-то болезнь, вот вы знаете свои слабые места, да, пока они не проявились как болезнь, нужно наладить свой режим жизни, да, питания и так далее. Тем более, смотрите, тут как бы крест стоит ну, практически на пустом месте, да, здесь просто природа, земля, солнце и все, то есть это как бы намек на то, что стихии, да, вот какие в нашей жизни присутствуют, они все у вас стабильны, ну, допустим, там стихия земля, да, достаточно ли вы там гуляете, достаточно ли обращаете внимание на то, что вас окружает, правильно ли вы питаетесь, там стихия ветер, да, это значит, достаточно ли вы дышите свежим воздухом, проветриваете комнату, достаточно ли вы занимаетесь умственным трудом, это тоже как стихия, то есть, ну и вот так вот все стихии свои проверить, все ли у вас в гармонии, может быть, чего-то не хватает, может быть, воды больше надо пить или еще что-то в этом роде. И итог дня у нас карта букет. Да, здесь какой-то запоздалый будет успех, да, то есть то, что вы давно ждали вроде бы, и должно было что-то произойти, но никак это не случалось. Вот сентябрь наконец-то откроет какую-то белую полосу, да, какое-то счастливое время наступает, выздоровление, общее благополучие, исполнение желаний. Бывает эмоциональное исцеление, да, цветы показывают, то есть решился какой-то вопрос эмоциональный, и нам стало легче. Друзья, желаю всем замечательного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.